В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему защиты прав и законных интересов детей, в рамках которой горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Каждый позвонивший смог проконсультироваться по различным направлениям, касающимся профилактики правонарушений в подростковой среде, оформления документов, а также аспектов регулирования детско-родительских, семейных и иных отношений. В ходе прямой линии поступило несколько звонков на разные темы. На вопросы горожан отвечали представители правоохранительных органов, Центра социальной защиты населения и ЗАГСа. Специалисты рассказали о выявленных в Инте правонарушениях среди несовершеннолетних, насколько опасен интернет для детей, где можно получить бесплатную психологическую помощь и как оформить необходимые документы. У нас был утерян оригинал свидетельства о рождении. Я получила, соответственно, дубликат. Далее у меня нашелся этот оригинал. А оригинал потом какое-то действие имеет или нет? В законе об актах гражданского состояния не написано, какой документ имеет свою юридическую силу и теряет ли первоначальный, если вы получаете повторный. Но в некоторых организациях соцзащита, миграция, например, пенсионный, там, конечно же, спрашивают последний выписанный документ с последним номером. А по идее вы можете пользоваться и тем, и другим. Ну, вот я нашла, да. То я могу и тут предъявить. Ну, по идее можете, да. Но если, например, какие-то социальные выплаты или обращение через портал госуслуг, приоритетным, конечно же, остается, наверное, последний выписанный документ. Поэтому лучше всего пользоваться последним, чтобы не возникало вопросов. Почему в законе не указано? Потому что вы понимаете и знаете прекрасно, что родители могут вместе не проживать, но кто-то, ни один из родителей не лишен родительских прав. И каждый по закону имеет право получить повторный документ о рождении ребенка. Поэтому, и ни один из документов не теряет юридической силы, ни первый, ни повторный полученный. Сотрудники прокуратуры и следственного отдела рассказали о нарушениях, выявленных в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Выявлено 48 нарушений, принесено 25 протестов. В суд направлено 7 исков, эти все иски были материального характера. Вносились также по выявленным нарушениям 11 представлений. В основном это нарушения были в сфере образования, в охране жизни, здоровья, защиты семьи, материнства. Это основные направления по выявленным нарушениям. В частности, были выявлены нарушения законодательства об образовании. Действующее законодательство, оно свежее, но тем не менее предусматривает определенное оснащение кабинетов ОБЖ в образовательных учреждениях. Хотим обращать внимание на контроль за интернетом. Очень большой, скажем так, поток преступлений, который даже сейчас возбужден, это при помощи сети интернет-мессенджеров и так далее. То есть нужно контролировать детей, о том, с кем они общаются, о чем общаются, какой информацией обмениваются и так далее. Потому что сейчас они не подразумевают, что предоставляют, в том числе и совершеннолетним, будучи сами малолетними и так далее. Вот на это обращать внимание. Родителям стоит помнить, что интернет содержит огромные массивы информации негативного характера, способные нанести существенный вред правам и интересам несовершеннолетних, их здоровью, духовному и нравственному развитию. Необходимо разъяснять детям правила безопасного поведения в сети, контролировать их круг общения, род занятий, не допускать бесконтрольное пользование интернетом. Переписка, обмен информацией, фотографии, видео, то есть любое общение вообще. То есть малолетние ввиду своего возраста и доверчивости идут на общение с незнакомым абсолютно человеком. Естественно, что никнейм, аватар, который используется, это все ложно. Нужно это понимать. И в дальнейшем совершаются преступления. Большинство вопросов, прозвучавших во время прямой линии, были заданы руководителю Интинского ЗАГСа. Я сейчас нахожусь в положении, рожать в августе месяце. Мы с мужем развелись месяц назад. Я когда буду регистрировать ребеночка, я буду как одинокая мама. И можно ли подать заявление через госуслуги на регистрацию рождения? Если с момента расторжения брака до момента рождения ребенка не прошло 300 дней, то регистрация рождения, то в актовой записи о рождении ребенка будет указаны оба родителя, и мама, и тот человек, с которым вы состоите в браке. В случае, если
ваш бывший супруг не является биологическим отцом ребенка, вам будет необходимо со свидетельством о рождении обратиться в суд, подать исковое заявление об исключении сведений об отце. Сейчас в регламенте, утвержденном постановлением правительства, утвержденном постановлением Министерства юстиции России 2018 года, который регулирует регистрацию актов гражданского состояния, указано, что в случае, если имеется биологический отец, который согласен признать свое отцовство, вы можете вместе с ним прийти в отдел ЗАГСа, и в случае, если ваш брак с вашим супругом уже расторгнут, оформлен в органах ЗАГС, то вы можете подать документы на установление отцовства. Подать заявление через портал госуслуг вы можете. В любом случае, укажете вы своего супруга в качестве отца в заявлении или не укажете, вы запишетесь на прием в отдел ЗАГСа. И ваше заявление, ваши документы в любом случае мы будем проверять. И вам все объясним. У меня ребенку 6 лет, и я хотела бы ему поменять фамилию. Как мне это можно сделать? Вы можете поменять фамилию ребенку до 14 лет. Это производится в органах ЗАГС, но с разрешения органов опеки и попечительства. Вам необходимо обратиться для начала в орган опеки и попечительства. С разрешением вы уже обращаетесь к нам со свидетельством о рождении, с паспортом. За это предусмотрена государственная пошлина 650 рублей, и мы оформляем изменения. Если в графу «отец» внесен отец ребенка, то, естественно, его согласие тоже будет необходимо. Я думаю, что в органах опеки вам все это расскажут. Ну и дальше уже скажу, что... Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Начиная с 14 лет до 18 уже разрешение органов опеки не требуется. Здесь уже важно желание ребенка прийти вместе с родителями, если оба родителя есть. Родители дают согласие, мы регистрируем перемену фамилии, имени, отчества. Заведующий отделением социальной помощи семье и детям Светлана Пиденко рассказала, какая психологическая помощь оказывается интинцам. Взрослые и дети могут анонимно и совершенно бесплатно обратиться за консультацией к опытным психологам. У нас работает отделение социальной помощи семье и детям, в котором трудятся психологи. И он по телефону 31074, либо лично прием, кабинет 102, Куратова 66, может прийти и попросить психологическую помощь. И психолог окажет и разберется с этой проблемой, окажет ему помощь, и они вместе с ним найдут вариант, что делать в этой конфликтной ситуации. Более того, он может пригласить на консультацию, если ребенок будет не против, и родителя. Вот, и встретиться и обговорить. Если же все-таки конфликт зашел слишком далеко, то при нашем центре существует отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, куда ребенок по своему личному заявлению может прийти и написать заявление и остаться в этом отделении социальной реабилитации. И тогда там уже специалисты будут связываться, несомненно, с родителями, и будет проводиться социально-психологическая работа и с самим ребенком, и с родителями для выяснения ситуации. Несколько человек, позвонивших на прямую линию, интересовались, нужно ли оформлять доверенность на детей, если отправлять их в отпуск к бабушкам и дедушкам. По словам сотрудников правоохранительных органов, нотариально заверенное согласие от родителей обязательно только если ребенок едет без них за границу. Для поездок по России такой документ не нужен.